Крымские татары. Взгляд изнутри. Такой была тема встречи с известным политологом, исследователем, ведущей ток-шоу «Миркес» Ленорой Дюльберовой, которая прошла в этноресторане «Алем» в минувшую субботу. Беседовала с Ленорой Ханым известная журналистка Лиля Буджурова, поэтому разговору был сразу задан определенный тон. Звучали острые вопросы, которые ежедневно задает себе каждый крымский татарин. Что с нами случилось? Кто мы теперь? Куда мы идем? Как мы себя чувствуем? Как поменялись наши мировоззренческие установки за последние, будем говорить, 9 лет? Ленора Дюльберова – эксперт по внутриполитическим процессам в Крыму, соавтор социологического исследования «Крымские татары в условиях трансформации политического пространства». Поэтому вопросы, на которые ей пришлось отвечать, касались всего круга крымско-татарской проблематики. Национальной идеи сохранения идентичности, возможно ли развитие в непростых исторических условиях, внутренние противоречия и внешние факторы, кто уехал и кто остался в Крыму. И, конечно, политолог говорила о том, как депортация повлияла на разные поколения крымских татар. Вот эти события, начиная с 2014 года, показали, что установкой, которая переживает время, установкой, которая переживает все политические, исторические процессы, является наша установка и способность объединяться в момент рисков и угроз. Мы моментально включаем нашу солидарность, мы моментально включаем нашу способность объединяться, моментально у нас исчезают разного рода противоречия. В ходе живой беседы звучали и спорные для многих, но важные мнения. Мы всегда объединяемся против чего-то, но еще никогда не объединялись ради чего-то. Я подозреваю, что будет следующий вопрос от вас по поводу возвращения. Мы объединились против несправедливости, которая с нами случилась в 1944 году. Мы объединились против тех институтов, которые с нами случили эту трагедию. Отдельное внимание на встрече уделили новым поколениям крымских татар, которые, по мнению Леноры Дюльберовой, уже стремятся к самореализации, несмотря на многочисленные кризисы и влияние общей трагедии депортации. Присутствующие на встрече гости задавали вопросы и получили ответы и на многие другие насущные вопросы. Келешегіміз, земанеміз, мүшкіл болғанына шикайет етелер, ама Ленора ханым не үшіндір өз асылымнамда бұлынғанда, лаф еткенде, егі бір тез сұрақлар, егі бір үмітлер берген, мен бұна пек қуанам. Мне правда интересен экспертный взгляд изнутри на свой народ. И вынесла невероятно много нового, настолько много, что аж много мыслей сразу в голове. Много упоминалось насчет кризиса, насчет того, что трагедия до сих пор большая травма для нас всех. И так и не разобралась, выступает ли она двигателем для развития или же все-таки останавливает процесс развития народа. Очень впечатлен, что есть очень много людей, поддерживающих в таких непростых условиях такие насущные вопросы для приобретения дальнейшей идентичности. Я вообще-то фанат этой передачи «Миркес», мне очень нравится, и Ленора Ханым. И когда увидел, что будет такой замечательный тандем Лиля Ханым и Ленора Ханым, мне на самом деле это показалось действительно очень интересным. И мои ожидания оправдались. 2 часа буквально на одном дыхании. Для самой Леноры Дюльберовой, привыкшей быть в роли модератора и ведущей, такой формат встречи, по ее словам, стал неким вызовом. Я пыталась просто дать картину и в некотором смысле надежду. Картину того, что мы из себя представляем сегодня, и некоторую надежду на то, что завтра может быть. Сказать, что не все потеряно, сказать, что у нас многое получается, несмотря на ту атмосферу, в которой мы находимся, несмотря на тот, пессимизм, который периодически у нас возникает.